После долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Инте состоялось долгожданное первенство Республики Коми по хоккею с шайбой «Кубок Приполярья» в зачет круглогодичной спартакиады среди ветеранов. Это первые соревнования за последние два спортивных сезона в 2020 и 2021 годах. В первенстве регионального уровня приняли участие 4 команды. Приехали спортсмены из Карткиросского района, Ухты. В состав одной команды вошли игроки из двух городов Печоры и Усинска. Наш муниципалитет представлял хоккейный клуб Инты. Это всегда праздник, это Кубок Приполярья сейчас происходит. Приехали команды, мы хотим их поблагодарить. Это Карткирос, Ухта и Усинск. Вот. Ухта сильная команда, это те, которые поедут в Сочи в этом году. Вот, они приехали потренироваться. Вот. Ну, и мы с Карткиросом и Усинском участвуем в этих соревнованиях. Тяжело было, потому что мышцы, суставы, они обратно просят своего. Если, скажем, не заниматься, если как занимаешься, перезанимаешься, то тоже мышцы болят. Тут не занимаешься, 2 месяца нет. Где-то в прошлом году мы тоже, кстати, к вам собирались, но пандемия, конечно же, входы и выходы все закрыла. Вот. А где-то с августа, уже сложно, конечно, ничего не делать. Это у нас как жизнь, можно сказать. Я сам работаю инструктором по вождению. Это у меня успокаивание нервов, успокаивание души. Так что вот так вот. Без этого уже никак не сможем. Так что будем вам приезжать каждый год, скорее всего. В прошлом году, к сожалению, нам не удалось провести республиканские мероприятия, потому что из-за пандемии, из-за тех ограничений, которые у нас были в прошлом году. Ну а вот в этом году, конечно, мы очень рады тому, что соревнования все-таки состоялись, команды приехали, отыгрались с таким азартом, с любовью к своему виду спорта. Для наших ветеранов это, собственно говоря, наверное, смысл их жизни. Тот здоровый образ жизни, который они ведут и которому, в общем, который подают пример нашему молодому поколению. Соревнования проходили в корте имени Виктора Жлуктова, спортивной школы «Интинская». За 2 дня было сыграно 6 матчей. Ветераны-хоккеисты показали высокий уровень мастерства на льду и порадовали любителей этого вида спорта захватывающими и динамичными играми. В первый день интинцы провели 2 матча, одержав победу над командой из Карткироса и проиграв сборной из Печоры и Усинска. Команда Карткирос была хорошая, она усилилась, там и ухтинцы у них есть в усилении были, и в защите хорошо сыграли, поэтому с ними сыграли хорошо, выиграли, молодцы, слава богу. Вот, что касается Усинска, те еще сильнее, вот, мы навязали борьбу, боролись, не удалось выиграть. В принципе, вот эти 3 команды Инта, Усинск и Карткирос равные по составу, равные. Профессионалов у нас нет. Все у нас любители. Средний возраст где-то 45-47 лет. Команда была образована не так давно, буквально в прошлом сезоне. Ездим, на ночной лиге были, сейчас здесь первый раз мы на этом Кубке Приполярья. Команда собралась у нас очень хорошая. С Усинска, с Печоры люди есть. На льду сражаются хоккейные команды с оригинальными названиями. Керт Айка в честь коми-зырянского героя, который наделен чудовищной силой и колдовскими способностями. И Гера – одна из 12 олимпийских божеств из древнегреческой мифологии, которая отличается властностью и жестокостью. Игроки обеих команд готовы к битве на льду. Как говорят спортсмены, побеждают лишь сильные духом и характером. А ветераны хоккея именно такими себя и считают. Главный соперник у нас Ухта. Да, вчера, к сожалению, у нас это была первая игра, и мы ее проиграли 4-2. Так бы, конечно, если бы 2-я, 3-я, могли бы еще побороться. А так, конечно, да, проиграли. Надеемся, сейчас выиграем и будем 2-ми. С первых минут на хоккейном корте развернулась бескомпромиссная борьба настоящих мужчин. Спортсмены обеих команд прикладывали неимоверные усилия, чтобы поразить ворота соперников. Матч получился напряженным. Счет был открыт уже через несколько секунд. Первую шайбу в ворота Керт Айки забросил игрок под номером 11 Андрей Кириллов. Карткиросские спортсмены не растерялись и тут же нанесли ответный удар. Счет сравнялся.
Команда из Карткироса приехала в Инту уже в 3-й раз. В 2018 году ветераны хоккея заняли почетное 2-е место. В 2019 в тройку призеров попасть не удалось. В состав Керт-Айки входят в основном настоящие ветераны хоккея, которые уже не представляют свою жизнь без этого вида спорта. По словам капитана, большинству игроков уже далеко за 40-50 лет. Профессиональных у нас никого нету, все любители. Я сам занимаюсь где-то... в детстве играл, после трудные 90-е, сами понимаете, не было возможности. Более-менее начал как лет 7, 6 играем теперь. Состав у нас очень разный. От простого строителя до замглава администрации, скажем так даже. В основном, конечно, большинство предпринимателей. Картайка в переводе на ком язык — это железный мужчина, железный человек, железный мужчина. Произошло это легенда у нас в Карткиросском районе. Легенда звучит как добыватель железа в свое время. Был такой человек, назвали его Картайка с этого. Железную руду, в общем, это еще царские времена когда-то, при Степане Перском такое было. Вот от того наша команда звучит Картайка. Могучий Керт-Айка обладал неограниченной властью над стихиями. По его слову, меркли солнце и луна. День превращался в ночь и наоборот. Он мог заставить реку потечь вспять, а в засуху вызвать обильный дождь. Мог остановить словом плывущую по реке лодку. Его неуязвимость объяснялась тем, что у него было железное тело, а обитал он в окрестностях железной горы под названием Карткирос. Согласно мифам Коми, неуязвимого железного колдуна, наводившего страх на весь край, удалось победить только православному подвижнику XIV века Стефану Пермскому, крестителю коми-зырян и коми-пермяков. Первый период игры между командами с мифическими названиями Керт-Айка и Гера закончился в ничью. Счет составил 2-2. Во втором отрезке матча Гера вырвалась вперед. Игроку под номером 18 Руслану Шехелисманову удалось забить гол в ворота Карткироса. Я представляю город Усинск, в том числе являюсь по совместительству генеральным директором компании «Гера». Вот наша компания «Гера», она образовала в свое время команду хоккейную. И под эгидой компании и команды мы играем, объединили любителей спорта, хоккея под одним названием «Гера». Наша компания образована 20 лет назад и решила уже второй год подряд мы за свой счет содержим команду, обеспечиваем выезды, проживание, питание и, соответственно, любителей спорта и хоккея поддерживаем в их начинаниях. Наша компания названа в честь древнегреческой богини Гера, и мы объединена была одно время ветеранами Афганистана. И под это уже 20 лет мы существуем, работаем в Усинске, успешно развиваемся. Дошли до такого уровня, что уже можем содержать команду. Мы в прошлом году был опыт у нас участия в соревновании, это чемпионат Печоры, открытый чемпионат Печоры по хоккею. В этом году мы участвуем уже в третьем соревновании. Первое — республиканские игры муниципальных образований. Второе было ночная хоккейная лига 40+, старше 40 лет. И третий чемпионат у нас. Мы приехали в Инту, как закрытие сезона у нас считается преполярные игры. Очень приятно приехать в Инту, очень гостеприимный город, нам очень все нравится. Надеемся, уедем с каким-нибудь призовым местом. Для интинцев и всех приезжих спортсменов республиканское первенство между командами ветеранов стало одним из главных зимних событий спортивной жизни Инты и собрало самых преданных болельщиков. Хоккеисты и зрители с удовольствием провели выходные дни.
например, из Каркероса достаточно неплохо играют, у них есть какая-то тактика, каждый за собой подчищает, и достаточно у них красивая игра, но я думаю, что, наверное, самая сильная команда на этом турнире это из Ухты, у них сыгранные пятерки и хоккей у них более красивый, но я думаю, если бы сборная Инты была в полном составе, например, как в 2016-2017 годах, я думаю, они бы здесь всех выиграли. Все матчи республиканского первенства обслуживали несколько судей. Иногородний главный арбитр, который следил за выполнением всех правил, и помощники. Линейными рефери работали юные интинские хоккеисты. Занимаюсь хоккеем я 4,5 года, а сужу я вообще второй матч на этом турнире, но судил я до этого детские матчи. Ну, в мои обязанности входит подавать шайбу главному арбитру и сбрасывать шайбу в моей зоне, так скажем. Юные арбитры признаются, что им гораздо больше нравится играть, чем судить. У линейных судей достаточно напряженная работа, при этом полномочий у них немного. Помощники главного арбитра не могут остановить игру и подать какой-либо сигнал, а некоторые нарушители правил игры в хоккей этим пользуются. В мои обязанности входит, собственно, фиксировать правильный или неправильный вход в зону, а также сбрасывание в кругу. Да, шайбу просто сбросить и все. Я уже 9 лет занимаюсь хоккеем и сужу года 3-4 уже. Судья так себе из меня, конечно, но в целом вроде неплохо получается. Тебе что больше нравится, судить или играть? Определенно больше нравится играть, так как можно попререкаться с судьей. А когда ты судья, ты... Наоборот, есть желание поиграть, когда ты судишь, потому что находишься на льду, все вокруг бегают, а ты, собственно, должен следить за их, поведением на льду. Вот. Пререкаются с тобой? Как вы видели, да, со мной пререкаются. Вчера послали далеко и надолго, но, к сожалению, я не имею возможности, в отличие от главного судьи, дисквалифицировать или что. Я могу только сказать главному судье, и он, получается, там уже сам решает, какой штраф за высказывание. Каркеросу не повезло. Завершился матч между приезжими командами Гера и Керт Айка со счетом 5-2 в пользу синих. Но как распределяться призовые места в турнирной таблице, спортсмены предугадать не могли. Конечный результат зависел от финальной игры. Наш главный соперник, мы уже ему проиграли, Ухта, мы им проиграли в 40 ночной хоккейной лиге, мы заняли второе место. В республиканских чемпионате тоже второе место, тоже им проиграли. И сегодня тоже проиграли им вчера, и тоже пожинаем плоды, что, скорее всего, выше второго места мы уже не займем. На мой взгляд, определенно фаворит на дальних соревнованиях будет Ухта, так как у них более подготовленная команда. В нашем случае Инта, она как сказать правильно-то? Выдвинула команду, которая свежая совсем. То есть игроки там относительно недавно занимаются хоккеем и подогнали команду под уровень 40+. Сейчас будет игра, собственно, Инта с Ухтой, будет интересно очень посмотреть. Так, в целом, соревнования довольно интересные. Нас, молодежь, в этот раз не допустили абсолютно. Сказали, только 40-летние и выше. Тренировочный процесс обязательно проходил. Мы тут тренируемся 4 раза в неделю. И ездили пару раз на соревнования в Выжу, в Печору. Так что тренируемся. Силы соперников приблизительно одинаковые. Я могу сказать единственное, что чуть-чуть послабже где-то Каркерос, а две команды, Инта и
Усинск, Печора, вот они вместе собрались. Это достойные соперники для этого уровня. Достойные соперники. Финальной в республиканском первенстве стала встреча между хоккейным клубом «Инты» и ухтинской командой «Ухта-Нефтегаз». Местные спортсмены в белой форме, ухтинские в синей. Многие спортсмены знакомы друг с другом и часто встречаются на соревнованиях в разных городах. Но на льду хоккеисты – соперники, поэтому периодически играют агрессивно, нарушая правила и применяя жесткие силовые приемы. Естественно, это приводит к тому, что спортсмены оказываются на скамейке штрафников. Счет открыли ухтинцы. Первый гол в ворота хозяев льда забросил игрок под номером 25 Максим Ружанский. Следом еще один удар нанес Дмитрий Зубарев. Местные хоккеисты слегка растерялись. Состав не очень сильный, потому что сильные игроки у нас на вахтах. Наши лидирующие, которые всегда выручали нас. Вот. Поэтому, можно сказать, второй состав «Инты». Ну, стараемся, играем. Противостоять напору ухтинцам местным хоккеистам оказалось непросто. Защита приезжей команды тоже стояла непробиваемой стеной. В итоге первый период закончился со счетом 2-0 в пользу Ухта-Нефтегаза. У нас в основном все любители, предприниматели, работники нефтяной и газовой промышленности. Вот. Да, у меня конкретно был такой период в жизни, что да, я занимался профессионально хоккеем. Ну, пока есть здоровье и желание, будем играть и дальше. Начинали с Нижнего Одесса, это хоккейный клуб «Тебукнефть», потом «Коминефть», «Комитек». В 1994 году, когда экономическая такая ситуация изменилась в стране, перешли несколько человек из «Коминефти» уже в хоккейный клуб «Технолог», город Ухта. И до 1998 года там занимались. Вот так как-то было в жизни. Несмотря на явное преимущество ухтинцев, игроки хоккейного клуба «Инты» не сдавались. Хозяева льда как могли оборонялись, но во втором периоде они пропустили еще одну шайбу в свои ворота. Игроку из Ухты Игорю Криворучко удалось пробить защиту и забить гол. Интинцы старались не терять веры в свои силы, и в середине матча местный хоккеист Александр Котельников совершил бросок, отправив шайбу в ворота соперника. Я бы не сказал, что она так настолько сильна, но во всяком случае на этом уровне команда 40+, то есть есть 40 и старшие ребята. Многие ребята занимались в детских спортивных школах, многие не занимались здесь, пришли сами по своему желанию. Но есть один человечек, который когда-то защищал честь технолога. Это защитник Беликов такой. А так мы приехали в целях подготовки. Это полкоманды. Из этой команды, полкоманды, мы сейчас 2 мая улетаем в Сочи на финальный турнир Путина, который начинает хоккейная лига. То есть в целях подготовки к турниру мы приехали сюда, в мой родной город Инта. Здесь я родился, здесь я учился в 3-й школе, вырос. Закончил школу, ушел в армию и так далее, и так далее. А потом уже покинул город Инту.
Второй период финальной игры закончился со счетом 3-1 в пользу ухтинцев. За последнюю 20-минутку цифры на табло не изменились. Игроки обеих команд не смогли больше забить голов друг другу. Хоккейный клуб «Инты» как мог защищал свои ворота и пытался взять противника натиском, но к концу третьего периода отыграться не получилось. Счет так и не изменился. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу Ухты. Победу всегда одерживать нелегко. Просто ребята старались, отдавались игре, и вот результат. Турнир, конечно, завершился сегодня победой тех, кто действительно достоин и кто будет представлять нашу республику в Сочи на более высоком уровне соревнований. Но, тем не менее, для всех это отличная, замечательная тренировка, спортивная практика, опыт, который необходим для того, чтобы выигрывать и побеждать. По итогам игр главный приз Кубок Приполярья завоевала команда «Ухта-Нефтегаз» из Ухты. Почетное второе место заняла сборная Усинска и Печоры Гера. Интинскому хоккейному клубу досталась бронза. Вместе с кубками участники соревнований получили медали и грамоты. У нас тренировки проходят постоянно, то есть взрослые тренируются и дети. Что сыграло на результат, это, скорее всего, то, что кто-то у нас из наших сильных спортсменов находится на вахтах. То есть это вот один такой, есть минус, что ли, в этом. Но в целом ребята молодцы, они отыграли хорошо. Третье место – это тоже очень достойное, почетное третье место. А так, в принципе, в целом они тренируются круглый год, с мая, начиная с сентября месяца. И в этом году будем кататься до конца мая. Лучшими игроками республиканского первенства признаны Михаил Кутькин из Карткироса, вратарь команды Гера Александр Кириленко, защитник хоккейного клуба «Инты» Александр Котельников и нападающий из Ухты Евгений Барашников. На этом первенстве хоккейный сезон в Инте не завершается. Уже через несколько дней на интинском льду сразятся юноши. С 28 по 30 апреля состоится республиканский турнир по хоккею с шайбой, посвященный олимпийскому чемпиону, почетному гражданину Инты Виктору Жлуктову.